Эфир телеканала «Грозный» продолжает программа «Новости». В студии Милана Манаева. Здравствуйте. Взрыв в Серноводске. 3 погибших и 4 раненых. Операция завершена. Если бы не потери человеческие, можно было бы говорить о ее успешности. Причины и последствия теракта выясняет глава Чечни. Правительственная рокировка. Министерство, ведомств бывает, но он огромный труд, объем работы даст, но он... Новые руководители и новые ведомства. Лучшее видео и звуковая техника мира. Самое главное – это правильная подача информации. Специально для этого работники телеканала «Грозный» трудятся почти 12 часов в сутки. Выставку телеоборудования в Амстердаме посещает делегация телекомпании «Грозный». Сегодня ночью в Серноводске совершен теракт. Взрыв прогремел у здания отдела МВД по Сунжинскому району. По предварительным данным, смертник попытался прорваться на территорию полицейского участка на заминированном автомобиле. Заметив подозрительную машину, один из правоохранителей преградил ей путь, после чего взрывное устройство в тротиловом эквиваленте 60 килограмм было приведено в действие. К сожалению, со стороны сотрудников внутренних дел есть жертвы. Тему продолжит Луиза Андиева. Случилось то, что не должно было случиться. Так начал встречу с временно исполняющим обязанности министра внутренних дел региона Аптия Лаудиновым и начальником управления ФСБ по республике Андреем Сережниковым Рамзан Кадыров. Глава региона требует ответа на вопрос, почему произошел теракт. Все мы знаем, что практически на территории республики уже боевиков не осталось. Те незначительные группы, которые действуют в горах, они находятся в районе административных границ. Населенные пункты практически не заходят. Ситуация известна, их осталось не так уж много. Работа проводится совместно с Министерством внутренних дел Чешской Республики, с другими подразделениями, находящимися на территории республики. Но к сожалению, вчерашний случай, который произошел ночью, принес человеческие жертвы. Ситуация под контролем, оперативная обстановка развивается. Я думаю, что стабильности мы достигнем в ближайшее время. В любом случае можно говорить о том, что те действия, которые были совершены в отношении сотрудников МВД Чеченской Республики, они пресечены. Сегодня в 2 часа на территории Республики Ингушетия оставшаяся часть группы была обнаружена. В результате блокирования произошло боестолкновение, боевики взорвались в машине. Поэтому можно сказать о том, что фактически операция завершена. Если бы не потери человеческие, можно было бы говорить о ее успешности. За этим стоит руководство Банподполя в лице Доки Умарова, ряд полевых командиров, скрывающиеся в районе административной границы с Ингушетией. Андрей Сережников сообщает, на административной границе с Ингушетией усилены проверочные, оперативно-розыскные и засадные мероприятия. У Рамзана Кадырова вопрос к силовикам. Почему федеральное КПП «Кавказ», до сих пор известное своими тщательными проверками гражданских автомобилей, упустила полностью начиненную тротилом машину в час ночи? Автомобиль ВАЗ-21115, в котором было по предварительным данным до 60 килограмм тротила, беспрепятственно въехал на территорию Чечни. Смертник попытался прорваться в Сунжинский отдел МВД. Заметив подозрительную машину, один из полицейских успел преградить ей путь. После этого злоумышленник произвел подрыв машины. Есть погибшие и раненые. Глава региона требует разобраться тщательно в этой ситуации и принять необходимые меры. Эта машина, по данным, пересекла границу и заехала в Сунжинский район. Значит, есть вопросы тем сотрудникам, которые стоят на посту федерального поста, которые между границей Чечена и Ингушетии. Поэтому надо тоже принять меры, что почему они каждого проверяют, почему ночью машина выехала без проверки. Она проехала свободно Сунжинский район и доехала до РОВД Сунжинского района. Почему это все произошло, надо разбираться оперативному штабу. Как у нас раненые и сколько у нас погибших и какие меры предпринимаются у нас дальше. Хотя на данный момент мы имеем потери 3 сотрудников, которые погибли при исполнении,
и 4 сотрудников ранены, они находятся в удовлетворительном состоянии, никто из них не является тяжелым. На данный момент ситуация такова, что полная информация, которая уже обобщена, анализ проведенный, говорит о том, что за вчерашний день на территории Ингушетии были совершены разбойные нападения, в результате которых эта именно бандгруппа завладела несколькими автомашинами, и начинив их уже в 11 часов ночи, получается, вот именно эта вот автомашина, которая взорвалась у нас на территории, она попала в руки преступников. И начинив ее взрывным устройством, они заехали к нам на территорию. В очередной раз мы можем об этом опять же сказать с гордостью. Ценой своей жизни сотрудники, которые несли службу непосредственно на въезде, на КПП в Сунжинский РОВД, ценой своей жизни остановили эту машину, не дав ей, как говорится, проехать на территорию РОВД. И у нас получилась такая картина, что в общей сложности мы уже сегодня знаем, конечно, экспертиза нам заключение еще не дала, а так мы знаем, состав группы общий, количественный. Мы знаем, кто предварительно находился в этой машине, кто являлся смертником. В данный момент известно о том, что преградивший дальнейшее движение злополучного автомобиля специальным заградительным устройством был старший сержант полиции Юнис Сулейманов, который погиб на месте. Раненые 4 сотрудники патрульно-постовой службы, которые возвращались на служебной машине в отдел МВД. Их машину пропустили на территорию, и вот вслед за ней попытался прорваться смертник. Мурат был водителем полицейского УАЗика. Когда мы в ворота уже въехали, произошел взрыв. После этого нас выкинули оттуда. С машины вас выкинуло? Да. Ты очнулся или потерял сознание или нет? На несколько, на 10 секунд был не в памяти, можно сказать. После этого соображал немножко. Ребята сразу были доставлены в медико-санитарную часть МВД. Им была оказана первая помощь. Около 6 часов утра были доставлены 4 раненых сотрудников Сунжинского РОВД. Один из них был отпущен сразу на амбулаторное лечение после первичной хирургической обработки. 3 остальных госпитализированы в хирургическое отделение, находятся в состоянии средней тяжести. Мы оцениваем как минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму. Поэтому некоторое время эти сотрудники будут находиться у нас на лечении. Взрывной волной повреждено и само здание отдела. Ущерб полицейскому участку, а также близлежащих домов устанавливается, после чего о цифрах будет доложено главе региона. Рамзан Кадыров также попросил Абтела Аудинова представить к награде тех, кто ценой жизни и здоровья встал на пути террориста. Погибшим мы, как всегда, оказываем помощь и раненым. Тех сотрудников, которые там ценой своей жизни остановили эту машину, мы должны наградить республиканскими наградами, и мы представим в федеральный центр. Таких ребят держится наша страна и республика, народ, и нам не имеет значения, где они готовились, как они готовились. Надо проводить совместные мероприятия, не смотреть там, какие у нас отношения складываются с руководством региона Ингушетии, господином Евпуровым, и надо в правовой структуре должны взаимодействовать и работать. Если мы каждый будет показывать, какие мы хорошие, то у нас в порядок, так как нам хотелось, не получится навести. Поэтому когда-то у нас готовились террористы и выдвигались на другие регионы, а сегодня где-то готовятся и нам заезжают. Где безопасность, там они больше бывают. Ингушетия, Чеченская республика, и Дагестан, и Москва – это часть территории Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация должна, где бы ни находились в Российской Федерации, мы должны уничтожать бандитов, террористов, которые угрожают нам, народу и государству. И я благодарен тем сотрудникам, которые ночью, это самое спокойное время, где все спят, отдыхают, они еще раз доказали, что они несут службу круглосуточно, что они ценой своей жизни защитили и в целом, так сказать, сотрудников РОВД Сунжинского района, и они показали, что они действительно являются патриотами нашего народа, государства России. Луиза Андиева, Рустам Саламов при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости.
И к другим темам. Реорганизация и последующая ей рокировка. Вместо одного Министерства территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций создано два новых. В ходе совещания в правительстве глава Чечни сообщил и об упразднении должности вице-премьера по соцвопросам и поста вице-премьера, курирующего сельского хозяйства. О том, что ожидает от таких изменений, Зура Саламова. Экономическая составляющая республики требует глобальных перемен. Это касается не только кадровых перестановок, но и реорганизации некоторых ведомств. Сразу два министерства из 16 попали в этот список. Представляя новые структуры и их руководителей, глава республики отметил о важности изменений в составе правительства. Больше заместителей председателя правительства, тоже запрашивает запрошую, в результате министерства ведомств бывает огромный труд, объем работы, и они уже не знают, сейчас подотчетно вот мы приняли такое решение, Министерство экономики и торговли, министерство объединить и сделать Министерство экономического и территориального развития и торговли. И Министерство по национальной политике, внешним связи, печати и информации. Министерство, чего решил направление Министерство экономического и территориального развития и торговли, инвестиционный комитет. Я во главе будет министр Хучиев, Министерство по национальной политике, внешней связи, печати информации, и плюс отдельно решил департамент внешней связи, вот из общества от СИГЕ, министра мы назначили Шайда, да, был Берки, был Шайда, от СИГЕ, бить мот пошу Шайда, так, войну адон. С первых дней на Осту, так, национальной политики, бошдеги, внешней связи, бошдег, аваран чамета, останавливал толшу, шварт, шайду, Абдул, будет заместителем председателя правительства, он будет вместо Хасмана, я должность зампредседателя, министр Вали, Циги, Абдул Хватуру, Абдул, повышение Абдул Разру, Аллахин, Сумбалда, Беркетебой. И плюс мы убрали должность заместителя председателя правительства по социальным вопросам, и плюс заместителя председателя правительства по сельскому хозяйству. Это аккуратно, мы что мусор сельское хозяйство, курит, есть сейчас курит, весь а создам вырвать, ищи должность, структура правительства, раякна, он ищи, духа, заместитель хозяйства, обыкновен, халдово, виснегвей, всего заму, Москва, бехан, юшко, шитум хаджио, хакиму, обыкен, поручит, щадя, распределить, курирующее министерство ведомств обокорства, имел вывод, что имел предложение, из более массана, вещи, что для бюджета, для деятельности, вещи, что масса был, беркати, баля, маха, кел министр, образование, байханов, представитель, Исмал, вот в таком формате представитель Вацер, Исмал, Масана, Войшу Сунсен, Исмал Ходьян, Угитишмичар, Сатишмина, Ослу, Сашига, Дуашсон, Эладон, Рано Олохадит Найоч, Хаушу, самый сложный участок, да, Беркети,
О сложностях в федеральном бюджете озвучил в своем докладе председатель правительства. 5% планируется срезать на государственные закупки. Эти изменения предвещают определенные проблемы, на решение которых и произведены кадровые перестановки в кабинете министров. В ходе совещания Рамзан Кадыров также поручил усилить работу по привлечению инвесторов. В федеральном бюджете сложности уже объявили, что будет утвердительно 5% будет срезать госзакупки, вернее, и, возможно, есть сложность федерального бюджета, соответственно, прямо пропорционально военной дороге. И изменения, что они, в принципе, будут экономии бюджета, то есть свою высвободить, мы более можем перенаправить, перераспределить на реальный сектор экономики, на исполнение указа президента. И думаю, когда будет более укрепленное эти министерства, они будут более эффективно работать, не будет разногласий, не будет функции друг друга дублировать. Не только наш бюджет, Господи, четко хватит задачу, президент страны, 5%, может быть и 10%. Хотя более в республике необходимый дождик, самый приоритет из сохранить риск, остальные тоже целый Сашу еще терпимый дождь из вода дождь. А так сенсибо така бою идея совещания по привлечению инвестиций в более углубленный подходящий совещание идущий хуже так в муж следующий хищ والخيط درادان سن ولاين سن دانا رشينش принимать из набулас сундедона я халоч так царч дана чун дера свеборит его на освач шик бош вот сен ашо так дана из дана тиш меня освасен шадон я hade озвучить нердно направление дана соответственно здесь дастон элатинс бабе шваца из на освuje дана сделать прочной экономики республики. Это самое необходимое Новые должности потребуют усиленной работы, отметил Рамзан Кадыров. На новоиспеченных руководителях обновленных министерств лежит огромная ответственность. Им предстоит в кратчайшие сроки предоставить результаты своих достижений. Зура Салама, Джамиль Ахмадов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. И сегодня же в парламенте Чечни прошло 212-е заседание, где народные избранники одобрили представленные кандидатуры на новые должности. Депутаты третьего созыва единогласно поддержали Абдуллу Магомадова на должности заместителя председателя правительства республики и Муслима Хучиева в качестве министра экономического и территориального развития и торговли. Зачитал представление о назначении руководителя администрации главы правительства республики Магомед Даудов. Сегодня Рамзан Кадыров встретился с представителями Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека. Обсудили основные направления его деятельности. Глава республики отметил, что в Чечне будет сделано все, чтобы каждый чувствовал, что он находится под защитой закона. Подробности у Алевтины Банадыковой. Открывая сегодняшнюю встречу с членами Совета по правам человека, Рамзан Кадыров отметил в целом их работу. В итоге состоялся большой и интересный разговор. Председатель Совета Тимур Алиев. Он имеет опыт правозащитной деятельности и четкую гражданскую позицию, отметил глава республики. Тимур istérielsóston, tehát táncidon, bauantjádon, táncipőről volt, tehát bau ősödör haóston, dinávosszú, tehát a pozíciókdon, gulli után vakkáveldon, szá idéjós, szán vidini nem érni, hogy sokkal kulcsolásídon, návozt, hillerdon, túlsi haósról, jódidon, tuderdon, vagy hercegi varíton, решение принятия да хоголон доходон ой вот на я дон и шоуш кетл тюабл нахдон в республика можем не растон а мелдин не растон шадриги шудон в республика может направление сказал что обязательно правоохранительная структура что он хила ездон
Значит, большинство у нас жалоб бывали в отношении сотрудников войны. Недавно встречи, как Путин Владимирович поднимал вопрос, и то бошный куда в центре внимания Бог хилбили хортик даже житейский проблем что поднимать есть ценность баба есть Бог что права что есть Бог что президент страны приоритет что-то вы ишь хилди что это что дальше модон альчи угридон его босс patriot stos do ela hit sundas hore madadistek dona shanasan kia bagdosh walah dona musaba хилти дон дона дона сегодняшняя ситуация должны защищать права людей, так сказать. Не как так защищать сначала преследуя интерес свой личный, так сказать, потом защищает ищет лишь, так сказать, и нельзя бегать за генералами, ходить из Европу, ходить Лондон, ходить Америку, ходить Бош, Deutsche, действительно, призванных защищать права человека и гражданина. Члены Совета при главе региона по развитию гражданского общества с Рамзаном Кадыровым обсуждали перспективы развития. И тут же глава региона приводил конкретные примеры из жизни. Работа правозащитников должна быть прозрачна, говорит Рамзан Кадыров. Здесь же глава региона отмечает и работу Нурдина Хажиева, подчеркивая, что его вклад в развитие Совета будет неоценим. تخيلتي تسيري شلون يلا المشروع زي ما عارف شو ما عارف شو يمكن خطاب سندون يمكن خطاب سنخلاوش يمكن شيء прекрасно она знает что они террористы бандиты что они убивали моих самых близких людей конечно она знает что они уничтожены при сопротивлении конечно она это точно знает когда как она она призывала всех давай мы все должны взрываться убиваться босс лил что сегодня защищает какие-то права и говорит что мои дети пропали без вести. И таких я знаю сотни людей. Они же выбрали свой путь, они стали на путь террористов против религии, против народа, против государства. Как я буду защищать их права, если они уничтожены? Все знают. Мы же не знаем, где его похоронили, закопали. Но мы знаем, что это шайтан, что этот шайтан убивал наших. Я их лично знал, это ребят. У нас в селе они жили. Иногда вот такие случаи, какие права нарушить как кто призывал, чтобы они вышли воевать, убивать свой народ, мы должны сказать правду, он говорил всегда правду, поэтому он не берет с Европы денег, или с Запада, значит он предатель. Если он брал бы отчитывался бы каждый день, встречался бы с ихними кураторами и получал бы от них копеек, то он был бы самым великим человеком, потому что как он у нас в республике никто права людей не защищал. Я говорю, и сегодня если он будет у нас в совете, то это для нас даже в плане правильности работы, стратегии работы, потому что он действительно подход правильный, резиву, Рамзан Кадыров отметил, что в области защиты прав необходимо усилить работу. Каждый должен знать, что его права будут всегда приоритетными для властей. Правозащитники должны работать ради народа. Как отметил Тимур Алиев, первый этап работы Совета завершается. Он поблагодарил главу за то, что он утвердил состав и пообещал, что правозащитники справятся с поставленной задачей. Тимур Алиев заверил, созданный Совет будет решать множество задач, в первую очередь связанных с проблемами гражданского общества. И следующим этапом нашей работы станет уже рабочий этап. И помимо чисто технических каких-то вопросов, вроде создания интернет-сайта или установления контактов с общественными организациями на регионах Северного Кавказа, в российских регионах, международными московскими структурами, мы также планируем работу по 3 основным направлениям. То есть, во-первых, это содействие развитию института гражданского общества, во-вторых, это защита прав человека, и третье, оперативное реагирование по фактам нарушения прав человека. То есть в рамках, иначе говоря, обозначаемых вами поручений, будем проводить следующую работу по анализу состояния гражданского общества с тем, чтобы вырабатывать какие-то свои рекомендации
и по анализу, значит, существующих уже в республике у нас институтов гражданского общества, таких как Общественная палата Чеченской Республики, Институт Офиса уполномоченного по правам человека. Мы в рамках вашего поручения уже провели некоторые встречи, в том числе была встреча с президентским советом и на встрече президентского совета с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Значит, председатель совета Михаил Александрович Федотов, он уже обозначил, что у нас есть взаимодействие между нашими, что в Чеченской Республике создан совет по развитию гражданского общества и правам человека. В ближайшее время разработки и стратегии, программы развития института гражданского общества на территории республики на 2014-2018 годы, стратегию, что примерно в дешевых году обозначить, я буду виза, что он будет и мониторинг, что он какие направления у нас развиваются, какие уступают, полностью соответствует предложениям, рекомендациями, со всеми СМИ полностью связь была близкой, с правительственными структурами тоже была близкой, советую, не просто озвучить любой хаяство, он до конца довести до диска и поднимать это, показывать по телевизору, когда вот здесь есть нарушение. Вот это он показывает всем, чтобы вот мы множество моду начали. А мы очень хабардиться есть она аллах, Алексей актуальный, или она аллах, и телевизор ночью قيله ديك دانا إس قيله خلت عن دانا هبور صارت عنه ومش دول أنا هبور صوتي تنا هبورات عن دانا это направление мы должны развивать ислам. Уже разработаны программные документы по работе Совета и его стратегия. Также не остался в стороне вопрос развития гражданского общества. Правозащитники должны работать с людьми и принимать от них соответствующие жалобы. Проблемы людей во всех регионах одинаковые. Именно с ними непосредственно надо вести работу. Рамзан Кадыров отметил, что необходимо встречаться чаще и обсуждать конкретные предложения и проблемы. Здесь же Нурдин Ухажиев подчеркнул работу правозащитных общественных организаций. Общественные палаты уполномочены аппаратом обеспеченный аппарат социальные субъекты аяец из того, что оцените, что за пределами с гордостью на самом деле вот у нас таких проблем нет. Почему нет? Потому что глава системно идет вот в этом направлении, что приоритетные задачи осуществления своих полномочий главы сон именно и направлениях есть дела. У нас есть кому важно еще то олит он из синтем курсунах совет из-за в этом направлении площадка для того, чтобы можно было собраться, обсудить, говорить и о совет. Важно защищать права народа, подчеркивает Рамзан Кадыров. И в этом направлении в регионе ведется большая работа. Созданы правозащитно-общественные организации. И Рамзан Кадыров лично следит за их работой. Неоценимую роль герой России Ахмад Хаджи Кадыров внес в соблюдение прав каждого жителя нашего региона. Школа беждует, высшее образование и беждует, детский садик беждует, мусумета белосметчика, вы дахар духой хаздештик, вы он дахар, вы дахар, вы он орнаду, вы там прикомандовать дах на дас, вы там он методон, ваха вот я бог где-то хадар на дас, вы дон ويوقف كاها ويبقوا شوي دوش عليش شموش ومنوس направление هو направление دانا هون شخص جدا هون عليش وشتون هذا ده خاصة بده سندانا ويدانا كتاعي ديش نو كده سندانا еще дана полномочия по правам человека, общественной палаты Шайгидан, Йошнях, Мелдрум, Шлошнях, еще плюс миром, мы стали приняты, чем больше ты создаешь, там, знаешь, там, какие-то советы, там, дополнительные там, рычаги, то тем больше якобы демократия. Ну, если это есть демократия, то у нас созданы есть положительные там, общественные организации, то самые демократические территории в мировом сообществе, это Чеченская Республика. Ну, я призываю вас всех, чтобы вы все соответствовали. Бог подых, я еще раз повторю, не продавали свое
чужим, а именно защищали. Я тоже ты можешь анализы, полномочия по правам общественной палаты, рекомендации, каждый думает, что я его не знаю, я его полностью его деятельность я знаю, вы театр, апеллятивно, на любые факты нарушения прав человека, до конца, задействовать необходимо любых органов власти, правоохранительных структур. Совет должен быть советом, любое решение совета, не просто так болтология, а реально, если он нарушает права человека, то он враг народа. С ним мы не будем церемониться играться, он не будет с нами служить. Его не может называть, что он член команды нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, потому что Ахмад Хаджи всегда призывал, защищал права людей. Он отдал свою жизнь, чтобы защитить нас от произвола, от беспредела, чтобы у нас была сформирована все ветви власти, чтобы у нас была конституция, а конституция, мы можем свободно так это фундамент, это паспорт, это все. Мы можем заявить, что мы, нация, народ, регион, поэтому Ахмад Хаджи нам заложил фундамент, остальное нам не проблема. Я рисковал, и мои люди рисковали. Я хоронил ребят, которые защищали права людей. Мы никому не разрешали, не разрешим никогда нарушать. Совет должен выявлять проблемы граждан, даже если соответствующие структуры не справляются с данной проблемой. Здесь же Рамзан Кадыров поднял и тему необоснованных жалоб граждан. Таких людей надо показывать по телевизору, отмечает глава. Их жалобы порой бессмысленные и необоснованные. Ты можешь мою маму спасти. Материнский капитал, как я ее могу спасти, если она мошенничество? Ее задержали. Я лечу, был, фирма отвела бюджет, должен всегда, в результате худо мило, в результате она материнский капитал, нахлебешь, мы же говорим, что они, посредник, я считаю, вы освобождаешь, если у тебя нет действующего лица, пенсионный фонд, Минтруд, администрация, сотрудник, не считает это руководство республики, министерство, ведомства. Аферистов, любой сертификат любой таган أحسن لوخينا داس دانا أو ومنو دا يوسف بوار دانا عندنا بني عن إنسان أحسن لوخينا يوخونا أحسن دلالة ويسوب مالو تريلو جانا مالو أحسن دانا بوسلاتش دانا يو أتاج أبناء ناس كذا إن يو توصل كريون سترو ديك لازين دانا ما سبيش هوش كت دانا دواعي هودي ما سبب بيتر شو بدانا لازين ناس البناء وصلت على كوش بيشي كوش حبا ناس دانا إنه ده أحسن دانا ويتن على بيتر شو بدانا سامي سترو ديك دانا ده دينجي Сум бязу хида, вот беспредел на Юртовском районе, гунядры, минядры, вы все бодне, шизер по ахсалу, сотрудник долчия, хал-халдин, одиш, на, мадуй, вы اسبوع ولا مجد والله شاش لا اروين تكوكش بخاخلج ما يرك انت خرج ايش تخرج ودي دروي اباتر شو بدون دل لا دل عدل يوضع يعني كده اخذ شاب ورجو ار مو بيرو بريسابي ده سان تاعني ولا بوش بوت تاع على يقن دون مين ايه لا هو خبط شاب كوش باينه شو كده انستغرام شو مو يازن بيس بريدل له هنا عندنا جو من عندنا جو وحملوا على بيس بريدل يشن بورجاوس يا لا سلام للدين ده تنجح يحيى تميلو دول صحام يا كده قال سبع كده سوق هل اسبوع او تيمور اسبوع سوق قال شو ده ويدون انا جيت بيزو تدو اصحاب دون قال المينستر اللي تسمير وكده ده صار هم بريدومت تا illusion هم بريدومت تا بتاعتش نحو illusion كده سون زي نحو نابو كده صار ده اللي بتعاول هين دار ولا هين اسقاط بيضاع ده ولا بس تعاول تطبط بالوقت شو شيء تو دوم تعول شيء في عدالة بشي ده بشي دون شو دون عادي شو هذا الشيء ده وشو صار مخبي شايب عاوز وشو مخبي شايب زوت أيوة بيرس ده باش أيوة دون بيرس عادي الشيء في ذيك داس كابل بدو كده إيش سندات سلوش أيوة بس وش شو عشير صوت إنه ديان شو شايف إنه دي شو خاص ما تعرف بس كده صار
Всю жизнь человек, да он живет и да он и строит дом, и динавали, лишь могут до динавали. Институт yazıyor da он беспрерывно напишет ночью 2 часа. Когда Аптиохавина, когда член нашего совета, да, вот, я здесь когда берду, то он спицем говорю, что он отсюда хауш бац. وتشنو حاول بير ليشتو ورد تابع المعبق على كده صنعنا в результате да она и болтология только рисована. Сам бух боч. Рамзан Кадыров затронул тему незаконных построек. Люди потом еще не стесняются требовать проведения газа, света и необходимых коммуникаций. Хотя никаких документов, позволяющих строить дома, у них нет и не было. أسيد إدان شايد بول خارج يخنق بلابي بتقول كي تحنس إنه ده سيك أسجاز جاي يسون 8 كيلومتر أسيد إدان سويت جاي يسون يقبل بيت أصلا كده نزكون داري ما سويت إنوش ومدى عار إش هر ني أرلاتشون دوقن شو شيء أتحركنا هر مدية المجد هر بلاشو هرليلو يشوف بوخلاتشون ها كبخ سامد على ديري بيمودو وإيش ديري بيمودو مدى عارف ما بيعرف أصلا زكود أسبوع أسحنا تري دورسي أنا إذا سحنا بخس بتيش وقلي ويشات أريجي تري توتي بخس بتيش ده ممكن تبدأ حاجة ده كي يشتى أبوه حتى إنه باس بدك ده حكي ده كي يختم ده سخرج ده وي يعني سخرج خلوع زي ما تسين هو ده أما ده لبوا بريدو ده يولين حول وأكتو بيست خلوع ريالنا ده طب такой подход на стратегии было интересно. Вот да, но и со всеми вот кто-то был бы что. Так вот проблема филиальская, мы уже сознание людей надо менять, конечно. И да, и man жаловался, здесь был то, заниматься, если он почак полурец, когда, вот не сознание хитак, это он, хаули ночи бац, яхал ночи бац, еще бы без хотя бы сказать. Рамзан Кадыров отметил, советом проделана огромная работа, но на этом не стоит останавливаться, необходимо приложить максимум усилий по защите прав каждого жителя. Алевтина Бонадыкова, Ибрагим Налаев и Даут Куруев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Как пример ранее озвученной главой региона проблемы необоснованных жалоб, наш следующий материал. В интернет-приложении Instagram к Рамзану Кадырову обратилась некая Ольга Рылева. Сотрудница Республиканской детской больницы пожаловалась на то, что маленький ВИЧ-инфицированный пациент клиники не получает лекарства из-за отсутствия средств у родителей. Для проверки на место глава Чечни отправил временно исполняющего обязанности министра внутренних дел и министра здравоохранения. Я сразу не увидела, не могу в себя прийти. Я знаю все только со слов его тети. Она говорит, что малыш не получал вообще лекарств для лечения ВИЧ, потому что они стоят 30-50 тысяч в месяц, а у них таких денег нет. Исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Аптия Лаудинов зачитывает комментарий к фотографиям главы республики в интернет-приложении Instagram. Ольга Рылева, зарегистрированная в социальной сети под ником Лейла Грозный Ростов, написала о тяжелом состоянии ребенка, больного СПИДом, и якобы виновны в этом врачи республики. Глава региона отреагировал незамедлительно. Несмотря на поздний час, министр здравоохранения, правоохранители и представители спеццентра, а также сама Ольга Рылева встретились в кабинете главного врача Республиканской детской больницы. Здесь в данный момент лечится от пневмонии ребенок, больной СПИДом, о котором и шла речь. Мне нужно, товарищ генерал, чтобы виновные были четко выявлены и наказаны. С моей стороны всяческая помощь вам будет главными специалистами, другими специалистами, заключениями, другими. Задачу, которую поставил глава республики, значит, она мне предельно ясна, это наша обыденная повседневная работа, но сейчас, получается, мы ее будем делать по определенному сигналу. Вот, я так думаю, что ничего сверхъестественного тут нет. Специалисты у нас тоже есть, как говорится, которые знают, что, как делается. Поэтому мы сделаем от начала до конца все эти вопросы, я так думаю, решим и выставим весь результат на обозрение министра здравоохранения и главы республики. Прояснение ситуации начали с заслушивания доклада представителей спеццентра. По их словам, вирус иммунодефицита у 6-летнего ребенка был выявлен в конце марта этого года, когда находился на лечении в Республиканской детской больнице. Мы, значит, берем остатки этой крови, делаем вирусонагрузку. Мы считаем, сколько у этого ребенка, будучи уже в 6-летнем возрасте, сколько у него вируса в одном кубическом микролитре крови.
9720 проб. Этот анализ был сделан 4 апреля 2013 года. Это очень маленькая нагрузка. Начиная с 5 лет и детям, и взрослым мы назначаем терапию, ставим вопрос об обследовании, если вирусная нагрузка составляет 60 тысяч копий на 1 кубический микролитр крови. То есть ребенок просто носитель материнских антител. Очень долго через миграционную службу нашли, искали маму, потом нашли отца. Отец приходил в отдел. Мы вызвали тетю. Тетя пришла с бумагами, с выписками, вот эти выписки из республиканской детской больницы. И мы попросили привезти ребенка. Ребенка тетя ни разу не привезла. Вот медсестра, которая наблюдает ВИЧ-инфицированных детей, ее зовут Роза. Значит, вот карты. И вот здесь, значит, 24 апреля мы начинаем. Тетя пришла без ребенка, привезла выписку из РДКБ, где он получал дистанц-лечение. Рекомендовано привезти ребенка в центр. Он к нам попал уже, будучи в 5-6-летнем возрасте, то есть поздно. Он попал вот сейчас, в марте месяце, в начале апреля этого года. По заверениям врачей, если подобное заболевание у ребенка выявлено в раннем возрасте, есть большая вероятность излечения. Для этого в Санкт-Петербурге есть областная инфекционная больница, кстати, единственная в стране. Как только тетя его привезет, мы быстренько сделаем забор крови, проверим иммунный статус. Есть такой анализ, который считает количество вирусов. Есть такой анализ, который считает количество защитных клеток. И мы выявляем стадию заболевания и диагноз. Ставим диагноз, и как только у нас появляется новый ребенок, мы звоним в Санкт-Петербург, Усть-Ижово. Отправляем ребенка туда. В Санкт-Петербурге у нас достигнута договоренность, что главный врач принимает детей из Чеченской Республики бесплатно, принимает, тут же госпитализирует маму и ребенка, обследует маму, обследует ребенка, делает нам назначение и по электронной почте или так на руках присылает. Ребенка лечат там, в Усть-Ижове. В первичном случае мы стараемся всегда отправлять. Там максимум только на дорогу денег. Из предоставленной врачами спеццентра медицинской карты ребенка ясно свидетельствует, что опекающая ребенка тетя ни разу не была у них, несмотря на все усилия врачей пригласить ее в медучреждение. Тогда о каком вымогательстве денег за лекарства может идти речь, спрашивает Аптия Лаудинов, адресуя свой вопрос к Ольге Рылевой. Она работает в республиканской детской больнице и в тот вечер, когда написала главе республики, была дежурная. Вот если бы вы пришли к этой тете, вы с ней поговорили, она бы сказала, вот я была там-то, там-то, вот я была у нее, она посмотрела, вот это они все сделали, я взяла эти бумаги, пришла в этот спеццентр, отдала эти бумаги, они у меня требуют 30-50 тысяч рублей за то, чтобы получить эти лекарства. Я вам скажу, мы бы незамедлительно, как говорится, сразу провели бы все проверки, все мероприятия. В свою очередь Ольга Рылева оправдывает свои действия желанием помочь ребенку, однако эмоции в этом случае сыграли не в ее пользу. Если вам больно, если вы хотите помочь, если вы хотите сделать, чтобы этой ситуации у нас в республике не было, ну у вас хотите по профилю, вот он, хотите по месту работы, вот он, сайты, есть, чего у вас нет? Есть только один сайт, главы республики. Моя дорогая, вы знаете одну вещь? Вот вся наша республика, мы все сидим в этом инстаграме. Почему? Потому что вот именно вот такие вот, как говорится, беспечные писари пишут сюда разные вещи. Вы невролог? Неврологи. А как лечить спид? У меня есть специалисты. Вы же не можете решать, давать ему антиретровирусные препараты или не давать. Понимаете, в чем дело? Вы же в институте учили деонтологию, этику, эстетику и так далее и тому подобное. Учили? Учили. На одних эмоциях доктору, я тем более с высшим образованием, или медсестра, санитар что-то натворила, я могу простить, а доктору я этого простить не могу. Все комментарии, которые подписчики оставляют в соцсетях, в том числе и Инстаграм,